Наша семья была унижена государством. Мой папа имел здесь магазин, он был нетманом. Но Непмана тогда не должны были трогать, а его все-таки тогда... А мне было всего 4 годика, когда нас из села выгнали. И мы переехали в Симферополь. Моим родственникам сказали, что меня немцы расстреляли. И вот я этого, конечно, не знал. Не знал, где родители. А мамы уже давно не было, в 1936 году она умерла. И я зашел, значит, пришел с заднего двора, зашел к бабушке. И когда она увидела меня, она чуть не упала. Ой, баран, ты жива? А мы все говорили, что тебя расстреляли немцы. Я говорю, бабушка, я живу, я пришел. Она чуть не упала. Бабушка меня очень любила, потому что я первенец был же. От брата письмо получил. Они попали, значит, в Самаркандскую область, Бахтакорский район, совхоз Зеравшан. И они жили на этой землянке. Когда он мне написал такое письмо, я сказал, в любом случае мне надо туда попасть. Пришел к начальнику своему. Я говорю, мне дайте отпуск хотя бы, чтобы я проехал, проведал родителей. Мне дали отпуск. Я говорю, как так? Я говорю, я же служу, я должен вернуться. Он говорит, ничего. Говорит. Они мне говорят, меня дезертиром посчитают. Он говорит, ничего. У нас, говорит, полковники, вот так вот, ваши полковники, они становятся, говорит, депортированными. И вы, это есть, говорит, постановление Совета министров СССР. Все крымские татары должны быть там. И вот я тогда стал поступать. Это поставил себе, как говорится, задачей, что я здесь родился, мне здесь кровь пролита, я вернусь только с удовольствием. Хотя мне в Симферополе, это там рядом есть поселок какой-то очень хороший, пошли прекрасный дом двухэтажный. Но я сказал, нет, я здесь. Вот этот маленький дом купил.